кадры сделаны работниками водоканала в тот страшный вечер, когда бушевала стихия. Шторм в 7 баллов буквально обрушился на прибрежную часть Гагры, смыв защитную береговую стену протяженностью в 700 метров, унес в открытое море водопроводную трубу длиной в 560 метров. Вода начала стремительно заполнять насосную станцию. Однако работники коммунальных служб и УКС еще ранним утром получили штормовое предупреждение и вовремя успели выключить насосы. Насосную станцию полностью затопило. Все эти дни практически весь город был лишен воды. С большим трудом ее удалось восстановить лишь сегодня. В 2 смены работали мы, переводили трубу. Потому что у нас дальше тоже, вы видели, там дальше тоже 500-600 метров трубы, 500-й нашей магистральной трубы смыло. Полностью смыло, вообще даже не нашли мы ее. И нам пришлось, вот здесь турецкий проект был, который водопровод делал, через них пустить воду. Там перехватить, переварка, там варка, очень сложная работа. Вот сегодня первый день только мы запустили. Обесточив станцию, работники принялись насосной помпой откачивать воду. К утру работа была завершена. Затем поставили тены и принялись сушить. Сушить мощные моторы – дело нелегкое. На это понадобилось несколько дней. Оттого и произошла задержка подачи воды. 6000-вольтные моторы у нас очень мощные. Вот мы промыли их, просушили, 4 дня сушили и параллельно делали в 2 смены работу. То есть варили трубы, переваривали. Сказать, что стихия разгулялась на славу, ничего не сказать. Каменную стену, служившую дамбой между морем и постройками на берегу, буквально разнесло на куски. Плитку перед этим пансионатом вывернуло с такой силой, что волны, вырвав каменные глыбы, ими же и обрушивались на берег и первый этаж пансионата. По макушкам этих пальм несложно догадаться, какой высоты и мощи были волны. Для жителей Гагры отсутствие питьевой воды в кранах – явление далеко не из ряда вон выходящее. За последние несколько лет это уже второй случай, когда буря уносит водопроводную трубу на этом месте, а вместе с трубой и воду, которая снабжает весь город. Глава Гагрской администрации Заурб Ганба считает, что такой ситуации можно было бы избежать, и если не предпринять необходимые меры, то она будет повторяться. По инвестиционной программе сделали бы другой вариант подачи воды с Бзиби, который ничего не мешало бы, ни волна, ни море, ни другая погода, ни снег, ни водопад. Оно подавалось бы оттуда, весь город был бы снабжен, плюс репра у нас осталась бы запасным вариантом. Такая проблема будет частым явлением, если мы берегоукрепительной работы не сделаем, и плюс не будем постоянно снабжать море инертным материалом. До этого море инертный материал обычно у нас такое западное течение получалось от реки Мзымта, от всех этих рек, но при строительстве олимпийских объектов река Мзымта была вымыта, она долго будет еще восстанавливаться, поэтому инертных материалов сейчас не хватает для того, чтобы намыло и море чтобы отступило. Значит, мы должны ее просто добавить, эти инертные материалы. Есть у нас место, откуда ее спускать, есть инертный материал, откуда брать. Мы сейчас будем ставить эти вопросы. Я думаю, что вместе с руководством страны, государства решим это, будем решать эти вопросы. Очевидцы признаются, что такой стихии в Абхазии не было давно. Это еще раз подтверждает, что природа полна сюрпризами. А к сюрпризам погоды лучше быть готовыми всегда. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.